Долой Ротенбергов. То есть нас лишают остатков самостоятельности, нас лишают остатков субъектности, нас выравнивают с остальными, стригут под одну гребенку, а мы не хотим, мы уникальные. Истеблишмент башкирские элиты брали под козырек, а Татарстан и Госсовет, и президент до последнего упирались, сопротивлялись. Вообще о силе российской пропаганды говорят только те, кто не разбирается в пропаганде. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. 24 февраля – дата, которая изменила не только Украину, но и Россию. 4 года назад политолог Аббас Галямов предсказал: украинская нация окрепнет, российская ослабеет. Сегодня, в 2026 году, когда Кремль отмечает год единства народа в России, мы спрашиваем, сбылся ли этот прогноз. Аббас Галямов у нас в гостях. Аббас, добрый день. Здравствуйте. «24 февраля вы повторно опубликовали пост 4-летней давности. В нем вы пишете: «Украинская национальная идентичность в результате происходящих событий, безусловно, окрепнет, российская ослабеет». Этот прогноз оправдался? Ну, этот прогноз у меня был долгосрочный. Я там так и написал. И пока идет война, социология нерелевантна. Все инструменты обратной связи, какие есть помимо социологии, выборы, там, медиа, они все поломаны. Поэтому замерить температуру, что называется, общественного сознания, вот, общественного мнения, это очень сложно. Вот как человек, который много лет занимался политтехнологиями, выборами в России, я вам работал и на региональном, и на федеральном уровне, я вот вам уверенно говорю, что сейчас разобраться, что там на самом деле происходит, очень сложно. Поэтому вот утверждать, что уже сейчас я могу прямо предъявить какие-то видимые результаты того, что вот этот процесс уже сбывается, я не могу. Собственно говоря, ну, пока идет война, обе нации пребывают в таком сверхмобилизованном состоянии, все остальное вторично. А то, о чем я говорил, вопросы идентичности, они же, ну знаете, как говорят, когда говорят пушки, музы молчат. Вот эти вопросы идентичности, они отошли на задний план. Это слишком неоперативное, если можно так выразиться. Это слишком глобальное, это слишком абстрактное. Это требует размышления. А когда ты живешь в режиме вот каждодневного такого напряжения, да, ну, ты не чувствуешь, что у тебя есть на это просто время, силы, чтобы вот всем этим заниматься. Этот прогноз обязательно сбудется, по-другому быть не может. Да, но он требует времени. Понятно, что очень сложно полагаться на какие-то опросы в настоящее время с учетом того, что происходит в России. Но есть определенные вещи, которые могут служить признаками. Например, вот то, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2026 год годом единства народа в России. Хотя власти утверждают одновременно с этим, что общегражданская идентичность россиян доминирует над этнической или другой идентичностью. Вот эти вещи нам о чем-то говорят, они как соотносятся между собой? Ну, общегражданская, конечно, пока доминирует. Просто надо иметь в виду, что в Советском Союзе же тоже так было. А потом вдруг раз и взорвалось. Понимаете? Вот пока не начался политический кризис, ну вот о таких вещах, о которых мы говорим, да, вопросы идентичности, там, выборы,
я россиянин или я там, условно говоря, башкир. Большинство вообще не думает. А вот когда происходит кризис, кризис национальной идентичности, когда предыдущая идеология рушится, а нынешняя идеология себя дискредитировала очень сильно и продолжает это делать, и поэтому, конечно, обрушится она с таким же грохотом, как советская. Ну, то есть она уже сейчас осыпается, это уже видно. Лояльность режиму держится не на идеологии, она исключительно за счет репрессий обеспечивается, поэтому до бесконечности приходится закручивать гайки, там, значит, сажать людей, кого-то сажать, кого-то убивать, значит, там приходится уничтожать альтернативные коммуникационные каналы до бесконечности. Там, на первом этапе войны блокировать Facebook значит, Instagram, через какое-то время YouTube, сейчас Telegram. Да, это как раз связано с тем, что вот доминирующий дискурс, правящая идеология терпит крах. Да, и вот когда этот крах фиксируется окончательно, ну в этот самый момент вот этот вакуум и начинают заполнять альтернативы. Да, и это происходит очень, очень резко, ну как это было в Советском Союзе, условно говоря, в 1989 году. До 1989 года, ну, если национальные движения в целом появились, условно говоря, в 87-м, да, там где-то первый, наверное, значит, кто-то там где-то в 88-м, ну, до 89-го, даже до 90-го, в принципе, это был удел меньшинств. В той же Украине на первом референдуме о сохранении Союза подавляющее большинство в начале 89 года проголосовали, я точно цифры сейчас не помню, но ну, там подавляющее большинство проголосовали за сохранение Союза. И в том же году, в конце года, в декабре, после всем известных событий августа и осени, там запрет КПСС, например, и так далее, когда кризис стал полномасштабным, и вот в этот момент вдруг все, вот этот вакуум зияющий обнаружился. Да, и та же самая Украина, включая такие, казалось бы, пророссийски настроенные регионы, как регионы Донбасса нынешнего, да, значит, Крым, да, они все массово проголосовали за выход из состава СССР, за независимость Украины. Вот, то есть это очень быстро происходит. И, и вот этот грядущий кризис, он будет похож. Да, то есть вдруг неожиданно вот этот вакуум обнажится, и его будут заполнять альтернативы. И других альтернатив, кроме как вот, движение за национальное возрождение этнических меньшинств и крайняя форма этого движения сепаратизм, других альтернатив-то практически не видно. Ну, то есть будет либерализм, а все те, кто по тем или иным причинам либерализм не примут, а в национальных республиках, ну то есть в русских регионах либерализму альтернатив может не будет. Хотя, знаете, я сейчас уже не исключаю, глядя на то, какие страдания переносят жители приграничных регионов, типа Белгорода или Брянска, там, да, или Курской области, я не исключаю, что в этот раз еще и там сепаратизм проявится. То есть некая идея, я думаю, какой-то среднерусской республики, значит, отдельной от Москвы. Потому что не может не быть, чтобы, знаете, вот, ну то есть совершенно очевидно, зная примерно как, не надо никакой социологии проводить, примерно зная, как функционирует, значит, российское общественное сознание в регионах, особенно где Москву, в принципе, очень сильно не любят. Да, не может быть по-другому, чтобы вот сейчас в Белгороде и ну, в других соседних регионах, которые страдают, типа Курска, значит, не поднялась такая сильная антимосковская волна, дескать, вы нас втравили вот в какую-то авантюру, кинули нас здесь, у самих все хорошо, вы там далеко от фронта, а мы тут мыкаемся, страдаем, вот, а вы все там о Донбассе мечтаете. Да, кинули нас. Вот, и это, ну, безусловно, это так, и это может породить волну, ну, такую долгоиграющую. И поэтому, если раньше сепаратистские движения это был удел национальных республик, хотя тоже не совсем. Например, я на Дальнем Востоке в конце 90-х, в начале 2000-х сепаратистские настроения были очень сильны, но они там не артикулировались никаким образом. Вот. Но социология их показывала, они были сильными. Но была Уральская Вот. республика, например. Уральская республика. Ну, Уральская республика это был проект скорее такой росселевский.
Я, конечно, тогда там не работал и не социологию не делал, не могу сказать, но я не думаю, что он был по-настоящему популярен. Такой в значительной степени был проект одного человека, так же, как нынешняя война, война Путина. Вот. И это был проект скорее Росселя. С трудом представляю себе, чтобы вот на Урале полноценный сепаратизм пророс. Ну вот на этом русском Урале, так сказать. Да, типа там Екатеринбург, Пермь. Хотя опять зависит от вот того, насколько, так сказать, сильно будет разочарование в Москве. А Москва, ну, нынешний федеральный центр делает все для того, чтобы это разочарование было сильным. Вот, в общем, вот либерализм, обычно, когда ослабевает, значит, вот эта наша державная идеология, как это было в 1917, например, году после революции, в столицах прорастает либерализм, а в глубинке, особенно в национальных республиках, прорастает вот этот вот ну, я не люблю слово национализм, обычно это слово используют, но оно несет негативную коннотацию, а в принципе, значит, оно в принципе абсолютно закономерно. Ну, то есть я на самом деле противник этой истории по политтехнологическим соображениям, могу объяснить, почему я считаю, что она несет очень серьезные риски, вот, будет способствовать возрождению путинизма. Но при этом, с морально-этической точки зрения, я прекрасно понимаю, что представители национальных меньшинств имеют полное право на то, чтобы пытаться дистанцироваться от Москвы по максимуму, в том числе и путем отделения. Да, потому что, ну, конечно, то, как ведет себя Москва в последние десятилетия, ну, иначе как свинством назвать нельзя. Вот. И в общем, вот этот как и тогда в Советском Союзе, этот вакуум, который обнажится, зияющий вакуум, да, он будет заполнен в том числе и вот этим движением, которое, повторюсь, национализмом называть не хочу, давай буду использовать термин движения за национальное возрождение национальных меньшинств, этнических меньшинств. Потенциал у них большой. И это я тогда и написал. Значит, и раньше потенциал был. Ну, то есть просто через дискредитацию Москвы, дискредитацию центра, отсутствие альтернатив. А сейчас, когда... Ведь как национальные республики воспринимают эту войну? Они... Там для национальной интеллигенции характерно, знаете, вот... Ну, она на политический процесс все время смотрит... Ну, самая пассионарная, самая яркая часть национальной интеллигенции, да? Понятно, там разные люди есть. Они смотрят на политический процесс через призму этничности, это закономерно. Потому что они... Ну, чем меньше народ, тем больше риск, что он будет подвергнут ассимиляции, а интеллигенция, ну, ее задача сохранить этнос, сохранить социальную группу, частью которой она является. Да, в этом, собственно говоря, предназначение интеллигенции. И они чувствуют угрозу ассимиляции постоянно, да, и они постоянно, вот, а когда ты постоянно чувствуешь угрозу, да, живя рядом с большим братом, да, который там случайно, не со зла, там просто повернулся, да, и тебя раздавил, просто в силу своей массы. Да, особенно если он такой грубый хам, как нынешняя Российская Федерация. Да, ну тогда ты понятно будешь, как говорят, обжегшись на киселе дует на воду, да, ты очень будешь внимательно за этим следить и все через призму этничности будешь воспринимать. Поэтому эта война для вот, национальной интеллигенции, которая на сегодня не владеет умами, но очень быстро овладеет ими вот в момент кризиса. Буквально вот в одночасье это произойдет. Так же, как вот я говорю, Украина, там буквально 1 год. Значит, вот она, эта национальная интеллигенция, она всю политику воспринимает через призму этничности. То есть для нее это не нападение России на Украину, это нападение русских на украинцев. Вот именно так. Там нет места НАТО, ну это все поводы. Да? И симпатия этих людей на стороне Украины скорее, на стороне украинцев, потому что ну, они себя с ними ассоциируют. Ну, то есть, условно говоря, башкирская, там, татарская интеллигенция, озабоченная проблемами выживания собственной вот, нации, они как смотрят на этот конфликт? Ну, вот украинцы, в чем их грех? В том, что они хотят говорить на украинском языке. Ну, так что, это разве грех? Нормально. А их за это объявляют фашистами и начинают бомбить.
За то, что они там отделились, там, хотят жить отдельно, нет, их вот хватает за волосы, тащат обратно в страну. Ну, а это разве нормально? С точки зрения там тывинца, якута, башкира, татарина, нет, не нормально. Вот. И поэтому и симпатии, вот, я говорю, того ядра, вокруг которого потом все быстро начнет нарастать, симпатия на стороне украинцев. И они видят, что как бы вот этот старый тезис, что русский имперский народ, он получил свое подтверждение. Вот Да, то есть мы это и так подозревали, а вот мы в этом убедились. Да, и желание жить с этим народом имперским в одной стране, ну, конечно, ослабевает. Да, извините. Ага. Да, вы отсылку делали на период распада СССР. Когда описывают распад СССР, часто говорят о том, что это было решение местных элит. Когда смотришь на то, как себя ведет, например, глава вашего родного Башкортостана Ради Хабиров, не очень верится, что он может говорить об отделении республики от России. О, вот это вы зря. Абсолютно легко. Вот поверьте, человеку, который его знает неплохо, несколько десятилетий. Но он так Вообще на раз, старается два. показать, что он лоялен Москве, он Ну, да, пока Москва сильна, он старается показать, что он лоялен Москве. Ну, то есть этот человек, ну, понимаете, там нет других. Это не только, не то, что там вот Хабиров один такой, да, там других нет. Понимаете? Они все абсолютно конъюнктурные. Люди с принципами в этой системе, в тоталитарной системе не выживают. Понимаете? Либо они ломаются и становятся беспринципными, ну, либо система их уничтожает или, в лучшем для них случае, изгоняет. Вот. Поэтому, так же, как вот те советские элиты, ну, на каком-то этапе трудно было себе представить и Ниязова, и, значит, Назарбаева, и всех их, значит, ну, условно говоря, в 84-85 году представить себе, что они будут делать вот то, что они делали там, условно говоря, в 89-м, 90-м, да, 91-м, было нельзя. Но они же это сделали у нас на глазах, понимаете. И сейчас будет абсолютно то же самое. И я вас уверяю, Хабиров, когда он почувствует, что залог, что вот те, на кого он раньше делал ставку, слабы, да, а сила вот там позади, в народе, он тут же вытащит кучу претензий, значит, к Москве. Да, и абсолютно точно так же убедительно будет рассказывать о том, что, значит, типа, наконец-то вот она свобода, что мы заслужили. Что да, пока гнет был силен, мы вынуждены были выживать, приспосабливаться, но мы это делали для того, чтобы сохранить дух нации, культуру нации, значит, экономику нации. И сейчас мы вот отделимся от них и начнем возрождение. Прямо вот в одночасье это произойдет. Ну, Башкортостан является лидером по числу выявленных погибших на войне. Думаете, башкортостанцы поверят ему? Совершенно не факт, но, понимаете, Рахимов ведь тоже не был каким-то оппозиционером, да, когда он пришел к власти. И, в принципе, в большинстве национальных республик к власти первое поколение людей, которые вот отделялись, это не были оппозиционеры. У всех был свой набор грехов перед своим народом. Но, знаете, как говорят, не можешь победить — возглавь. Вот они, исходя из этого принципа, и действуют. Ну, то есть он просто попытается эту тему заглушить с помощью других тем. Он очень циничный человек, поэтому он поднимет крик по поводу, там, не знаю, там, принадлежности наших нефтеперерабатывающих заводов. Москва проклятая забрала, грабит, значит, Роснефть, Сечин. Я всегда сопротивлялся. Ну, сейчас вот наконец мы их пошлем, и, значит, все это будет наше. Посмотрите, что там Ротенберги творят в Стерлитамаке или, значит, в Салавате. Подмяли под себя. Вот, долой Ротенбергов. И все, поскольку это будет актуально. А то, что там, ну, когда-то на войне кто-то погиб, ну, это же история уже. Понимаете? Люди интересуются историей лишь постольку поскольку. Ну, это такое эстетическое занятие. А текущая оперативная политика, вот там Хабиров займет правильную позицию. Да? И я вас уверяю, социум очень аморален. Ну, к сожалению, он и без того был поломан столетиями авторитарной власти и в какие-то моменты власти тоталитарной. Да?
Ведь авторитаризм и тоталитаризм убивают мораль, убивают этику, вынуждая людей приспосабливаться, угодничать, поддакивать. Помните, как у Бергольц на собрании целый день сидела, то голосовала, то врала, как я от тоски не посидела, как я, как, как же с горя я не умерла. За дословность не ручаюсь, но идея вот такая. Вот. Это все, конечно, делает социум очень аморальным. И, и поэтому размышлять о морали вот в тот момент, когда вот они сейчас запахи, там, запах этого, знаете, запах денег легких там ударит с ноздри. Опять так, как когда в 80-е, я же хорошо помню, ох, не будем в Москву платить, значит, налоги и заживем, у нас новый Дубай будет. Вот. Опять то же самое пойдет, и опять люди на это купятся, значительная часть людей на это купится. Не, я, конечно, не утверждаю, что у Хабирова обязательно получится. Грехов действительно много, есть что предъявить, поэтому если найдутся сильные политические лидеры из оппозиции, ну, они не дадут ему закрепиться, они свергнут, он им проиграет. К тому же, к моменту, когда это будет происходить, ну, будет просто такая сильная эстетическая усталость от него, то есть он уже, ну, совсем надоел, уже сколько лет сидит, сколько можно, да. Вот, состарится уже, так сказать, обрюзгнет, и поэтому молодым Дарьяным вполне может проиграть, но пытаться будет. Давайте продолжим разговор о региональных элитах. Татарская политическая элита сильно интегрирована в российскую. За постсоветский период в руководстве России было много татар, и в этом смысле насколько реалистичным вам кажется перспектива самостоятельной политической линии татарских элит? Вот я пытаюсь вспомнить еще со своего детства фамилии министров или высокопоставленных чиновников в России. Там приходит в голову Нургалиев, я не знаю, Улюкаев, сейчас есть Набиуллина, есть Марат Хуснуллин. Это столько людей, мне кажется, у других, ну, например, у башкир столько людей, инкорпорированных в российскую элиту, нет. И в этом смысле, насколько реалистично, что, например, татарская элита захочет отделиться от России? Может быть, отделиться полностью вот в том смысле, что давайте выйдем из состава России, нет, не захочет. Но тему самостоятельности региона, минимизации зависимости региона от центра, минимизации выплат бюджетных, ну, налоговых в центр, эту тему она, конечно, оседлает, потому что, ну, во-первых, на это будет массовый спрос, да, и этот массовый спрос, ну, он же тебя усиливает в диалоге с Москвой, да, то есть ты не от своего имени говоришь, ты говоришь от имени народа. Вот, и они эту тему будут подогревать, к тому же там подогреть будет ее очень легко. У меня был момент, когда я в Татарстане, значит, ну, там участвовал в неком политическом проекте, и социологию местную там видел, и сам участвовал даже в ней. Ну, я имею в виду, формулировал вопросы, и фокус-группы, так сказать, делал. Вот, и как раз тогда в повестке стоял вопрос об отмене должности президента. И вот мне бросилось в глаза, что русские участники фокус-группы, этнические русские, выступали с критикой центра и выражали обиду не меньше, чем этнические татары. То есть они восприняли вот этот накат очень болезненно. То есть нас лишают остатков самостоятельности, нас лишают остатков субъектности, нас выравнивают с остальными, стригут под одну гребенку, а мы не хотим, мы уникальные. Вот. Ну, то есть понятно, что этнические татары это говорят, но это говорили этнические русские. Вот, поэтому там на самом деле вот это укоренено очень сильно, гораздо сильнее, чем в Башкортостане. И оно, ну, это как бы точка опоры для любого политика. Да, поэтому политики с удовольствием там эту позицию займут. Но они же до последнего сопротивлялись и по должности президента, да, и по, значит, что там еще было, по языку, отмене обучения, вот, отмене обязательного преподавания национальных языков в школах
проект, который Кириенко придумал и реализовывал где-то, когда это был 2017 примерно год, 2017-2018, наверное. Да, предложили в 2017-м, утвердили уже в 2018 году. Вот, Татарстан, ну, уже тогда вроде были все приведены в соответствие, да. Башкирские, истеблишмент башкирские элиты брали под козырек, а Татарстан и Госсовет, и президент до последнего упирались, сопротивлялись. Вот. И в них этот дух сохранился. Ну, то есть это просто свидетельство того, что, используя марксистскую терминологию, этнос действительно вот в своем внутреннем развитии достиг уже состояния нации, да, и реально, ну, просто объективно должен приобрести свою государственность. Да, ну, потому что, ну, вот как ребенок вырос, ну, не должен он жить с родителями, подчиняться родителям после какого-то возраста, да, это уже противоестественно, это будет уже его ломать, ну, мешать его развитию, да. То есть физически, наверное, можно его заставить, но это уже будет против него. Вот в случае с Татарстаном, вспоминая вот то, что я там видел, слышал, мне, собственно, и с их руководством доводилось общаться немало, вот, они дозрели. То есть башкиры дозрели в меньшей степени, а татары дозрели. И в этом смысле не могу себе представить, чтобы кто-то из татарстанских элит, в ситуации, когда это станет возможным, ну, когда за это там перестанут сажать, значит, чтобы от этого отказался и занял позицию: нет, нам суверенитет не нужен, мы хотим вот прямо быть, значит, под Москвой. Нет, unreal. Я правильно понимаю, что одним из главных признаков того, что вы называете сложившейся нацией, кейс Татарстана, заключается в том, что в Татарстане сумели убедить в том числе не татар считать себя частью этой нации. А в Башкортостане этот процесс не произошел. Ну, нет, он в той или иной степени произошел и там, просто где-то в большей степени в Татарстане, в Башкортостане в меньшей степени. Но я бы не стал вот так формулировать, как вы сказали, это слишком жестко, потому что, ну, у меня нет оснований так считать. То есть я не помню, вот, чтобы социология это показывала, хотя я специально это не проверял. Да? То есть, знаете, опыт практической работы уже приучил меня, значит, когда речь заходит об общественном мнении, быть осторожным в своих оценках. Ну, то есть то, что я могу подтвердить социологией, да, вот я в этом уверен. А то, что не могу, ну, надо быть аккуратным. Вот сказать, что русские считают себя там, как вы сказали, значит, татарами, ну нет, у меня нет оснований такое утверждать. Но они ассоциируют себя с Татарстаном, и они недовольны Москвой, потому что Москва лишила Татарстан, значит, права иметь своего собственного президента. Вот. По вопросу о языке, я думаю, отношение там другое у русских. Они, я думаю, в основном довольны отменой обязательного преподавания татарского языка. И здесь между татарстанскими татарами и татарстанскими русскими, я думаю, здесь водораздел пролег. Вот. Но, ну, то есть это такая плавающая история. По одному вопросу я так считаю, по другому вопросу я иначе считаю, да. Вот. Но некая внутренняя интегрированность социума там, безусловно, присутствует, она есть. Ну, то есть вот это сознание, что мы здесь, а они там, в своей Москве, оно свойственно в том числе и русским. И мне кажется, что слово «татарстанец» все-таки укоренившееся слово, но я не могу сказать то же самое про башкортостанца. Это Ну, точно. То есть слово менее. татарстанец, я не знаю, насколько оно укоренилось, но оно больше права на существование имеет. Оно встретит меньше сопротивления, чем слово башкортостанец. Слово башкортостанец вообще не применяется. Вы пишете, что российская интеллигенция может не оказаться ни сил, ни желания спорить с сепаратистами. Внутри останется сомнение, а вдруг они правы. При этом, по вашему мнению, прежние пропагандистские голоса уже не будут обладать прежним влиянием. Вы также допускаете, что историческая закономерность о закате империи может оказаться актуальной и для России, если она продолжит мыслить себя империей и в 21 веке.
Сейчас много говорят о мощи российской пропаганды, причем в том числе на Западе. Западные медиа очень много пишут про ту же Симонян. Как вам кажется, ее влияние действительно столь велико или роль преувеличена, я имею в виду российской пропаганды? Вообще о силе российской пропаганды говорят только те, кто не разбирается в пропаганде. Вот как человек, мягко говоря, имевший отношение к этому делу, ну, всю жизнь занимавшийся там, пиаром, политтехнологиями, да, в том числе и в структурах государственной власти, я скажу, что сейчас, вот если бы режим держался исключительно на пропаганде, он бы до нынешнего дня не дожил бы. Он держится на репрессиях. Не на 9 десятых, а на 10 десятых на репрессиях. Пропаганда сейчас выполняет роль всего лишь такой дымовой завесы, которая призвана вот реальный инструментарий замаскировать. Ну, если бы, слушайте, пропаганда хорошо работала, ну, стали бы они бы как 2000-е, они бы не закрывали альтернативные каналы, там, значит, «Эхо Москвы», значит, пожалуйста, «Дождь», там, да, «Коммерсант», «Ведомости», они бы их не уничтожали, они бы не сажали оппозиционеров, вот, как не убивали бы их, вот, Немцов, значит, и Навальный до какого-то момента там выходили на митинги, значит, их иногда даже до выборов допускали. Вот та пропаганда еще работала. Да? А вот как раз свидетельством того, что пропаганда перестала работать, работала все хуже, как раз стало вот, их перестали допускать, их стали арестовывать, потом их стали убивать. Вот. Сейчас перекрывают все альтернативные коммуникационные каналы. Ну, посмотрите, что с Телеграмом происходит. Да? Воют приграничные регионы, Гладков, не революционер же, подчиненный Кириенко. Но тем не менее, зная, что за проектом стоит Кириенко, закрытие Телеграм, все равно говорит, ну, типа, что же вы делаете, у нас же все системы оповещения завязаны на Телеграм, оповещение об украинских обстрелах. Сейчас, значит, будут стрелять, а Телеграм замедленный, у нас все, оповещения люди не будут получать. Вот, жертвы будут. Ну, правда, один раз только сказал, потом, видимо, подзатыльников наполучал, замолчал. Но, тем не менее, ну, показательно было. Вот, военкоры все эти воют, значит, что армия там, так сказать, без связи осталась. Нет, все равно продолжают это делать, продолжают уничтожать Телеграм. Вот, понимаете, если бы пропаганда была эффективно и справлялась бы вот с оппозиционерами в битве за умы, но никто бы не стал оппозиционеров там объявлять иноагентами, сажать, закрывать их каналы, там, СМИ и так далее. Вот. Это те времена, когда пропаганда работала, канули в лету. Вот. И сейчас это, ну, такое, знаете, вот маскировочное средство, не более. Все, ну, вот правильно говорят, знаете, не помню, кто сказал, но очень правильная мысль, что можно обманывать, значит, одного человека всю жизнь, можно обманывать какое-то количество людей всю жизнь, можно обманывать всех какое-то время, но нельзя обманывать всех всю жизнь. Вот так. Да, в предыдущем выпуске как раз эксперт, наш гость, тоже об этом говорил. Скажите, пожалуйста... Ну, вот... слушайте, просто вот буквально одна цифра. Электоральный рейтинг Путина, который в 2015 году достигал данные Фонд общественного мнения, это единственная структура, которая меряет электоральный рейтинг, рейтинг готовности голосовать за кого-то. Это по-настоящему, по-крупному, это единственный рейтинг, который имеет значение. Доверие, одобрение деятельности, это все уже вторично. Ну, то есть это суррогаты. Там уже, значит, можно с одного угла, с другого посмотреть, там разные варианты есть. А здесь действия конкретные, не просто слова там доверяю. Да я вообще всему, кому угодно может доверять. Доверчивый я человек такой, понимаете? Вот. Кто-то убедительно говорит, я ему доверяю. Доверяю Путину, доверяю Навальному, Зюганову, там, ну, по-разному можно, да. А вот намерение голосовать, это вот прям конкретика, да, потому что у меня один голос. Доверять я могу многим, одобрять деятельность могу многих, а проголосовать я могу только за одного человека. Так вот, значит, Фонд общественного мнения ни в коем разе никакая не оппозиционная структура, многолетний кремлевский подрядчик, еще с 90-х годов и так до сих пор осталось. А Слон, хозяин ФОМа, вообще числится, в принципе, общественным советником Кириенко. Так вот, ФОМ сейчас скажу, в 2015 году на пике электоральный рейтинг Путина был 76%, а в 2020 году в январе он составлял
45. Падение 76-45. Ну, почти двукратное. После этого его перестали замерять просто. Ну, то есть ФОМ перестал публиковать. Вот после января 2020 года мы электоральный рейтинг Путина не видели. Они тогда смешное объявление сделали, что, дескать, поскольку до выборов далеко, мы решили электоральный рейтинг больше не мерить. Значит, вот когда приблизятся выборы, когда будут известны кандидаты, ну, тогда снова начнем. В 2024 году специально следил, когда выборы начались. Вернут они этот рейтинг? Нет, не вернули. Вот, значит, ну, то есть популярность мифа, популярность Путина, популярность Единой России — это в значительной степени миф. Да, извините, это так я уж врезку сделал с цифрами. Ну, если у него такой плохой рейтинг, если, как вы говорите, пропаганда не столь эффективна, означает ли это, что недолго осталось до окончания войны? Хотелось бы так сказать, но нет. В стране даже уже не авторитарный, а по многим параметрам прям тоталитарный режим. А тоталитарный режим равнодушен к общественному мнению. Ну, то есть он, конечно, за ним очень внимательно следит. Он там следит, чтобы все смутьяны, которые способны воспользоваться недовольством людей, так сказать, и попытаться его канализировать в антивластном направлении, чтобы все они сидели. Да, это все делается и будут делаться. Но это же не пропагандистская победа, это победа исключительно силового ресурса. Вот это надо иметь в виду. Вот. Ну и, соответственно, таким образом можно еще долгое время обеспечивать стабильность режима, хотя бы внешнюю, да, и можно продолжать воевать. Ну, то есть, конечно, теряя в общественном мнении, режим слабеет, его перспективы слабеют, и он, ну, не так силен. Очень важный параметр, он возрастает его зависимость от силовиков. Ну, например, Путин уже от силовиков зависит настолько, что, ну, посмотрите, никого из генералов, ни в ФСБ, ни в СВР, ни, ну, по крайней мере, из тех, кто на поверхности, никого из руководителей, да, он не сумел посадить, ну, или да, хотя бы уволить, да, то есть те же самые люди, которые ему докладывали, что Киев за 3 дня, до сих пор у власти. Ну, вот, они его уже капитально подставили. Ну, то есть, реально, россияне ехали в Киев не как на войну, а как на парад. И в результате получили по зубам. И первый удар пропустили, это, ну, и состояние сразу нокдауна. Да, это же в значительной степени следствие вот их непрофессионализма, их, там, я не знаю, вороватости, бюджет разворовали, что ли. Никто не наказан. Я думаю, это потому, что Путин уже чувствует, что, ну, как бы он не в том состоянии, чтобы настраивать генералитет против себя. Раньше ему плевать было мнение генералитета. Что, у него народ есть? Да, кто против народа рискнет? Ну, вот популярный вождь и народ. Вот. А как говорил Макиавелли, лучший способ избежать заговоров для государя — это не быть ненавистным в глазах народа. Потому что организация заговора и без того, я почти дословно цитирую, организация заговора и без того предприятие сложное и рискованное, а уж если заговорщики будут знать, что убив государя, они столкнутся с народным гневом, то они точно откажутся от своих планов. Вот. Раньше ситуация была такая, он был популярен, для того, чтобы выигрывать выборы, ему не нужны были силовики. Там убивать оппозиционеров не требовалось, потому что оппозиционеры, в общем-то, просто выходили на выборы и их проигрывали. Да, и поэтому, ну, понятно, он использовал силовиков, и тогда всегда использовал. Но они были вспомогательным инструментом. А сейчас они превратились в несущую конструкцию режима, понимаете. И он уже впал в зависимость от них. Это называется претарианство. Вот в политологии есть такой термин от слова претарианцы, претарианская гвардия в Древнем Риме. Да, как известно, когда императоры уничтожили остатки республики, там Сенат и так далее, ну, как раз, то есть перестали, других инструментов властвования, кроме гвардии, не осталось, кроме оружия. Ну, они впали в зависимость от тех людей, которые это оружие сжимали в своих руках. И претарианская гвардия, как известно, меняла римских императоров на каком-то этапе, как перчатки, там иногда по 3-4 императора в год меняли. Да, Путин уже вот в этом направлении движется. То есть, значит, вот полагаться исключительно на репрессии — это на самом деле не в стратегическом плане не выход из ситуации. Да? Так что, ну, но тем не менее, вот в текущий момент продолжать войну они могут, возвращаясь к вашему вопросу.
У нас есть традиционный вопрос, я попрошу ответить на него коротко и емко. А что после Путина? Скорее всего, какая-то форма коллективного руководства, то есть концентрация власти в руках одного человека элиты постараются не допустить, как после Сталина там, Хрущев, да, как после Мао Цзэдуна Дэн Сяопин со своей командой. Вот. Поэтому будет движение в направлении коллективного руководства и попытка постепенно раскрутить гайки, нормализовать отношения с обществом, с Западом, но при этом не теряя власти, так сказать, да, но некая либерализация. То есть не обязательно она закончится демократизацией. В некоторых случаях, как в Испании после Франко, эта либерализация ведет к демократизации. В некоторых случаях, как в случае с хрущевской оттепелью или там реформами Дэн Сяопина, либерализации не происходит, либерализация происходит, а демократизации нет. Да? Но, тем не менее, сам по себе режим становится мягким, гораздо более мягким, чем предшествующий, и становится возможным дышать. Будет попытка двинуться в этом направлении. Произойдет активизация оппозиции, и в этот момент теоретически, в принципе, возможен что-то вроде тех событий, что мы наблюдали в России во время перестройки, в Советском Союзе во время перестройки. Аббас, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам, всего хорошего, до свидания. Мы сегодня говорили с российским политологом Аббасом Галлямовым. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!